В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши-Пшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. ЦИК Абхазии возглавил ветеран войны. Томас Гоги единогласно избран председателем Центра избиркома. Движению матерей Абхазии 23 года. Торжественное собрание прошло в Сухуми. Православная Абхазия. Фотовыставка Владимира Попова. Томас Гоги единогласно избран председателем Центральной избирательной комиссии Абхазии. Решение об этом было принято сегодня на первом заседании нового состава ЦИК. Томас Гоги сменил на этом посту Батала Табагу, возглавлявшего ЦИК 12 лет. Кроме того, в ходе заседания были избраны заместитель председателя и секретарь комиссии Центра избиркома. Председатель ЦИК избирается сроком на 5 лет. Сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии были выбраны руководящие органы Центральной избирательной комиссии. Это председатель комиссии, заместитель председателя комиссии и секретарь комиссии. Председателем был избран Гоги Атамаз Юрьевич. Заместителем председателя был избран Пантя Руслан Рауфович. Секретарем была избрана Ходжикян Ануша Рутюновна. В Абхазии идет обсуждение учреждения ордена материнской славы. Об этом сообщил президент Рауль Хаджимба, поздравляя движение матери Абхазии за мир и социальную справедливость с 23-летием со дня создания. Торжественное собрание по этому поводу прошло сегодня в Государственном музее боевой славы имени Владислава Ардзенба. Подробности у Сарии Смар. Организация матери Абхазии за мир и социальную справедливость зародилась еще во время Отечественной войны народа Абхазии, когда людям особенно нужна была поддержка всего общества. В 1994 году полностью сплотилась прочная команда, определились точные цели и задачи организации. И именно эта работа стала частью жизни каждой из матерей. Готовые прийти на помощь, поддержать словом, понять, они справлялись со всем этим, как никто другой. Наши женщины стали примером того, как, пройдя самые страшные испытания, можно оставаться неравнодушным к чужой беде. Дорогие матери, дорогие наши сестры, в опасные для страны времена вы поднимали боевой дух защитников Родины, проводили акции против действий грузинских захватчиков. Вы сыграли важную роль в достижении победы в Отечественной войне народа Абхазии в 1993 году. Матери, потерявшие своих сыновей, перенесли глубокое горе, и их единственное утешение – это свобода Абхазии. Она стала возможной благодаря бесстрашию и самопожертвованию героев, которых вы воспитали. Рауль Хаджимба пообещал, что обязуется взять под личный контроль ремонт офисного помещения движения матери Абхазии за мир и социальную справедливость. Более того, президент отметил, что сейчас идет обсуждение утверждения ордена материнской славы. Это предложение было положительно воспринято на встрече. Матери Абхазии и в послевоенное время способствовали улучшению социального положения семей пострадавших в результате боевых действий. Но в особенности их роль была велика во время Отечественной войны народа Абхазии, отмечали выступающие. Если раньше в нашей Апсора говорилось о том, что эта земля дана нам свыше Богом и обязанность каждого абхазца ее защищать, то сейчас уже сложилась новая такая реальность, когда защищать ее стали сыновья разных национальностей. И все это стало возможным благодаря матерям, которые воспитали таких истинных патриотов, таких мужественных, бесстрашных парней. Я хочу низко вам поклониться, матери. Вы проявили большее мужество, чем мужчины. Как отметила председатель движения матери Абхазии Гули Кичба, отсчет за рождение организации ведется с мартовского наступления, когда речь матери погибших бойцов подняла дух людей и укрепила их уверенность в том, что победа будет за нами. Когда зарождалась наша организация, мы отсчет ведем именно с мартовского наступления. Вот тогда мы поняли слово матери, что значит. Тогда я еще не была там, но я это все слышала по телевизору.
Своими воспоминаниями поделилась секретарь Общественной палаты Нателла Акаба. По ее словам, во время войны была велика роль северокавказских женщин, чьи сыновья погибли на войне. Вспоминаю, как не только наши абхазские героические женщины, но и женщины Северного Кавказа, как они поддерживали нас, как они понимали нас. И я всегда рассказываю эту историю, но не могу и сегодня ее не рассказать, когда Владислав Григорьевич отправил группу женщин на Северный Кавказ, это уже было в конце войны, и попросил, чтобы мы встретились с матерями погибших воинов северокавказцев. И вы знаете, нам было так тяжело, мы думали, что мы им скажем, как вот они нас воспримут. И это было просто удивительно. Ни одного слова упрека, ни одного слова какого-то там вопроса, почему вот наши сыновья, за что они погибли. Они настолько прониклись болью абхазского народа, что они сказали, даже некоторые из них, что это для нас большая честь, что наши дети погибли за свободу Апсны. Выступающие подчеркивали значимость и роль матерей во время войны и все послевоенное время. Мужественность наших женщин, их готовность идти до конца сыграли и играют большую роль в обществе. Сария Смыр, Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение. Итоги деятельности Министерства экономики за 2016 год подвел сегодня руководитель ведомства Адгур Ардзинба на встрече с журналистами в Сухуме. Репортаж Ринаты Шакая. За 2 года доходная часть бюджета нашей страны увеличилась на 66%. Валовый внутренний продукт вырос на 3,7%. Это хороший показатель, но в то же время, со слов Адгура Ардзинба, доля ВВП на душу населения в Абхазии по-прежнему очень низкая. Среднемировой показатель $10 тысяч, российский $9,4 тысячи. В Абхазии же доля ВВП на душу населения составляет $1900. Самый главный, конечно, для государства показатель – это рост собственной части доходов бюджета. Если взять 2014 в отношении к текущему 2016 году, рост собственных доходов за 2 года составил более 66%. Это достаточно значительная сумма и значительные цифры для нашей страны, но эта динамика она должна только продолжаться, потому что для того, чтобы выйти на самообеспечение всех направлений жизнедеятельности государства в первую очередь, и во вторую, чтобы у государства был определенный инвестиционный капитал и инвестиционные возможности, для того, чтобы государство проводило более активную экономическую политику, государству нужны соответствующие ресурсы. Эта цифра колеблется в районе 20 миллиардов рублей. Программа поддержки малого и среднего бизнеса будет реализовываться и в следующем году. А вот что касается секвестирования бюджета, то это скорее необходимая мера, отметил министр. В 2015 году из запланированных 4 с лишним миллиардов в Абхазию поступило всего 450 миллионов рублей. Именно по российской инвестпрограмме. Тем не менее, есть собственные достижения. И самое главное, бюджет страны вырос в несколько раз, сказал он. Мы снижаем стоимость заемных средств для экспортеров, что позволяет им немножко смягчить нагрузку на них и усилить их конкурентоспособность на внешних рынках. Более того, мы будем брать на себя часть расходов компании на сертификацию продукции, на лицензирование и так далее, все процедуры и транзакционные издержки, которые возникают при этой деятельности. Ну и следующее, мы будем оказывать поддержку при продвижении товаров наших производителей на внешних рынках, на внешних площадках, выставках, ярмарках, форумах. 800 миллионов рублей в течение 2 лет выплатила Абхазия России по железнодорожному кредиту. А ведь эти деньги могли бы быть использованы для развития реального сектора экономики, отметил Адгур Ардзинба. Мы заплатили практически 800 миллионов рублей за 2 года. Представьте себе, какой объем поддержки предпринимателей мы могли бы оказать, и сколько предпринимателей, сколько семей в Абхазии получили бы достаток, сколько новых рабочих мест и сколько занятых в экономике появилось бы. Но, к сожалению, это та данность, которая есть, это государственные долги, мы от них отказываться никакого права не имеем.
И вот все эти выплаты не были бы возможны, если бы у нас не было бы вот этого увеличения бюджета. Министр экономики Адгур Ардзимба рассказал о планах на 2017 год, о бесплатных курсах для начинающих предпринимателей. Как только будет объявлен конкурс, вся необходимая информация появится на официальном сайте Министерства экономики. Рената Шака, Алексей Гухова, Абхазское телевидение. Репортаж с брифинга министра экономики Абхазии смотрите сегодня в нашем эфире в программе «Амшик Пшара Яцу». В связи с имеющимся фактом разбойного нападения на члена Общественной палаты Абхазии, директора Рицинского реликтового национального парка Риту Лолуа, а также на фоне сложной криминогенной ситуации в целом по республике, Совет Общественной палаты выражает свою озабоченность и обращается к правоохранительным органам с требованием принять всевозможные меры для защиты прав и обеспечения безопасности граждан Абхазии. Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении Совета Общественной палаты республики. В нем, в частности, выражается надежда, что в правоохранительных органах работает немало высокопрофессиональных специалистов, которые приложат максимум усилий по раскрытию данного и множество подобных противоправных деяний против граждан Республики Абхазия. В помещении Сухумского духовного училища при Сухумском кафедральном соборе открылась выставка работ фотожурналиста Владимира Попова «Православная Абхазия». Мероприятие посетил президент Рауль Хаджимба. На выставке представлены более 70 фото, которые были сделаны в течение 20 лет и показывают разные моменты церковной истории страны. В этом году исполнилось 20 лет фотоагентству «Абхаз Пресс АРТ». Решение о создании организации было принято Владиславом Арзенбо, и с этой минуты его руководитель Владимир Попов фотографировал все, что происходило в Абхазии. Сегодняшнее мероприятие – показатель того, что у нас есть историческая память, сказал, обращаясь к гостям фотовыставки, Рауль Хаджимба. То, что сегодня происходит здесь, это показатель того, что есть память, и память, она должна двигать нас как раз-таки вперед в будущее. Всем мира, добра, счастья. Я надеюсь и верю в то, что не только слово, но и делом нужно доказывать свое отношение и к Богу, и к своим ближним. Успехов нам всем. Здесь более 70 фотографий. Они не отбирались, они снимались. Съемка была в течение последних... Это новейшая история православной Абхазии. Более 70 фотографий за 20 с лишним лет. В праздничные дни в Абхазию на отдых придут более 3000 туристов. О том, как достойно встретить гостей, шла речь сегодня в торгово-промышленной палате, где обсуждались особенности зимне-весеннего туристского сезона. Представители государственных ведомств и частных туристических фирм Абхазии говорили о проблемах выстраивания эффективного взаимодействия субъектов туриндустрии, приведения качества туристического сервиса в соответствии с ожиданиями потребителей, обеспечения безопасности отдыха. Модератором мероприятия выступил Абхазский союз туризма. Тему продолжит Нисва Аршба. Встреча не ради встречи. За круглым столом собрались люди, которые уже много лет занимаются туристической деятельностью и знают о проблемах сферы практически все. Среди тем для обсуждения готовность инфраструктуры страны принимать туристов в зимний период, обеспечение приема туристов зимой в соответствии со стандартами обслуживания. Главная задача – выработка систематизированного продукта туристической сферы. Все эти годы мы заявляем о том, что необходимо развитие туризма и расширение наших туристических возможностей. Говорим о том, что наш сезон достаточно короткий, в основном это июль-август, это часть сентября. Но при этом у нас есть огромный ресурс, это зимний период, и нам необходимо выработать продукт, понятный миру, проработанный, систематизированный для того, чтобы его уже предложить и туристическим организациям, и частному туристу, который захочет приехать в Абхазию. Зимний туристический сезон в Абхазии уже начался. С новой недели ожидается большой заезд гостей. Новогодние праздники нашу страну посещают. Можно сказать, уже к концу недели к нам приедут туристы. На сегодняшнее время порядка 45 коллективных средств размещения готовы принять туристов. Точный фонд составляет более 3500. На сегодняшнее время туроператоры, которые располагаются и занимаются туроператорской деятельностью на территории Российской Федерации, продвигают наши отели, турпродукты.
Также главы администрации района подготовили и отделы культуры, Министерство культуры подготовили ряд мероприятий, которые будут проходить на территории Республики Абхазия. Большая часть объектов, которые этой зимой примут туристов в Абхазии, это частные мини-гостиницы. Это не означает, что крупные туристические объекты будут пустовать. Просто загрузка у них не на 100%. Проблемы, что больших, что маленьких объектов туристической индустрии общеизвестны. Главное из них, особенно в зимний период, электричество. Вернее, его отсутствие. По словам представителя гильдии ательеров Абхазии Игоря Жигуна, перебои с подачей электроэнергии никак не могут способствовать развитию зимнего туризма. Первое – это действительно энергоснабжение, то есть это то, чем живет сейчас вся страна. Напряжение в энергосетях, к сожалению, значительно ниже общепринятых 220, снижается там, до 180, до 150. Соответственно, большинство электрических приборов, на которых вся построенная инфраструктура Абхазии работают некорректно. Часто бывают перефазировки, то есть отключают, затем включают с другими фазами, соответственно, насосы крутят не в ту сторону, лифты отказываются работать, кондиционеры могут из строя выходить, то есть, соответственно, не очень приятно и постоянно волнуешься за сохранность оборудования. Итогом круглого стола стала разработка предложений для оптимизации и скоординированной работы всех структур, задействованных в туристическом бизнесе в зимне-весенний период. Нисва Аршба, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. И о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в субботу в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В воскресенье во второй половине дня возможен дождь. Температура воздуха ночью плюс 1,6, днем плюс 7-12 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.